Здравствуйте, уважаемые гости, ветераны! Мы открываем выставку «Ветераны в лицах», создатели этого проекта интернет-телевидения «Осетия ТВ». Официальная экспозиция сейчас транслируется в сети интернет на официальном сайте ossetia.tv. В этом зале представлены портреты некоторых героев, которые защищали нашу родину от фашистов. Я приветствую наших ветеранов, они сегодня с нами, давайте поаплодируем им. Благодаря их отваге и мужеству уже несколько поколений живут в мирном государстве. Я приглашаю сюда ученика физико-математического лицея-интерната Гизикова Дзамбулата. Он прочитает вам стихотворение. Ольга Маслова, пусть будет мир. Как надоели войны на свете, гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут и плачут комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте, войну прекратите, живите достойно. Гибнет природа и гибнет планета. Ну неужели вам нравится это? Война — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба, и солнце лучистое нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает. Сейчас мы приглашаем учеников также физико-математического лицея-интерната. Они исполнят композицию «Дети войны». Прошу.
Дорогие друзья, слово предоставляется председателю правительства Северной Осетии Сергею Херминовичу Такоеву. Пожалуйста. Дорогие наши ветераны, конечно, мы понимаем, да, что вам нелегко. Каждый день, вот сейчас Хызергулов жалуется, что в день несколько мероприятий, что туда приглашают. Но это же великое счастье, что вы у нас есть, и что младшее поколение хочет общаться с вами, видеть, учиться у вас. Царство Небесный Отец мне всегда говорил, что поклоняйся любому ветерану, хоть кто один день побыл на войне. Ведь на все воля Божья, поэтому кто-то от начала до конца прошел войну, кто-то погиб в первый день, Царствие Небесное. Поэтому мы все шли на фронт, все шли на войну, все помогали в тылу, зная, что рискуя же, никто об этом не думал. Никто не думал, погибнет или не погибнет. Все понимали и жили ради одного, шли, что спасти свою родину, спасти от фашизма весь мир. И вы это делали, и сейчас это вы живой пример того, как надо любить свою родину, как надо быть. Поэтому вот эти детишки, которые хотят общаться с вами, которые хотят, каждое слово ловят ваше. Да, дай Бог вам здоровья, дай Бог, чтобы много лет еще вы могли на вашем примере учиться, воспитывать наших младших. И низкий вам поклон за все. Спасибо. А сейчас я приглашаю сюда ветерана Великой Отечественной войны Макеева Исрафила Мусаевича. Дорогие друзья, как только начинается разговор о победе, сразу вспоминаются друзья, павшие в бою. Я прошу 1 минуты молчания почтить память наших друзей. Садитесь. О трудностях очень трудно говорить, потому что было трудно. Немцы были более подготовленными. Они рассчитывали на то, что Советский Союз, многонациональный народ, быстро распадется и Гитлер победит. Получилось наоборот. Каждый день, каждый час дружба улучшалась. Дружить начали больше. Больше имел я, например, друзей, братьев названных, и таджиков, и узбеков, и грузин, и армян. До сих пор, кто живой, мы переписываемся. Настолько стала дружба сильной. И я всегда говорю, что дружба победила. Это самое главное. И сейчас молодежи всегда говорю, что дружите, друзья. Любите друг друга. Жизнь – это самое главное, и она включает в себя только любовь и дружба. Поэтому я хочу сказать, что рассказывать вот о войне, что Сталинградский фронт считался, как будто бы во всем мире говорят, что это решил судьбу Второй мировой войны. Да, было очень трудно. Гитлер хотел, чтобы Сталинград пал. Это его мечта была. Вторая мечта – Баку нефтяные взять. И то, и другое не получилось. И то, и другое наши бойцы отразили. Много разговоров иногда идет. 227-й приказ, ни шагу назад, что это тяжелый такой, значит, суровый приказ был. Не было бы этого приказа, я как раз начал наступать, когда был этот приказ в июле месяце, 227-й. И говорю и сейчас, что не было бы этого приказа, победа, трудно было бы сказать, было бы или нет. Поэтому нам дальше отступать некуда было, поэтому он сказал, ни шагу назад.
И бойцы Советского Союза выдержали этот приказ. Я хочу несколько слов сказать о Сталине, потому что Сталин – это был наш отец. Сталина мы любили, Сталину мы верили. И должен сказать, что эта вера победила. Поэтому всегда, когда разговоры идут о нем, то надо считаться с этим. Мне кажется, что и в Осетии надо возродить те памятники, которые были о Сталине, надо возродить, потому что он заслужил этого. Ну, что я могу сказать о войне дальше? Конечно, я вам могу сказать так, что не каждый может рассказать о войне все, что случилось. Если человек не отступал. Вы представьте себе, ребята, что оставляешь людей, которых ты хорошо знаешь, родственников оставляешь Гитлеру. И они нас спрашивали, кому вы нас оставляете, куда вы отступаете. Но мы не могли другого сказать, мы вернемся. Наше дело правое, как Сталин сказал, враг будет разбит. Но отступали, обороняли, начали наступать, как нас обнимали, как нас целовали, спасители наши и так далее и тому подобное. Все это пережил. Все это сейчас прямо на глазах, как будто бы те, которые меня встречали, как будто бы я их лицо даже запомнил. Вот настолько это было серьезно. Ну, что могу я сказать еще? Бои были тяжелые в Сталинграде, это от самого по себе. Бои эти были тяжелые и в Венгрии. По перепискам Сталина, Рузвельта и Черчилля в одно время совершенно не было на фронте у нас ни танков, ни «Катюш», ничего. Вся техника, которая на колесах, куда-то исчезла. Оказывается, кто-то из этих наших союзников передали Сталину, что Гитлер готовит контрнаступление в Белорусском фронте. И Сталин перебросил все туда. А война началась здесь, в Венгрии. Вот такая ошибка была. И обратно, конечно, Сталин второй же день уже выполнение всех этих. Вот такие тяжелые бои были. Ну, еще вот могу вот такой вопрос поднять. В ноябре месяце 1944 года я взял в плен с ординарцем, ну, рота отступала, много потерял солдат, то в лесу. И когда мы дошли до леса, немцы перестали стрелять. Я приказ вперед, зашли метров 3, траншея побежал, смотрю, горит свечка в блиндаже. Я туда с автоматом, сзади Зубрицкий Иван, ординарец. Я настолько был, значит, злой, что мои ребята погибли и ранило очень много, половина солдат роты. И хотел вот так выстрелить, уже думаю, вот, человек 45-50 в блиндаже. И в это время заорали «Гитлер капут!» Начали бросать оружие под мои ноги. Я не смог быстро стрелять. Я развернулся, один немец меня догнал и побил в ту сторону еще, с другой стороны траншеи тоже был блиндаж, и там тоже такая же карта. Видимо, они уже видят, что конец войны, и сдались в плен. Короче говоря. Ну, сейчас я переживаю вот о чем. Что мне скажет Зейналов, что мне скажет Мамедов, Селиванов, которые пали, вот запомнили эти фамилии, почему не отомстил за нас, почему ты их не расстрелял? Вот почему-то я так думаю. Но немного перестал переживать, потому что когда немцы, вы знаете, наверное, все, рассматривали на Бундестаге блокаду Ленинграда, то там Гранин, писатель,
который пережил блокаду Ленинграда, Даниил Александрович, читал, вспоминал о Ленинграде около часа на Бундестаге. Меркель даже слезы пускал. Других, я не знаю, ни Югославии, ни Чехии, ни поляки, никто этот вопрос так не рассмотрел, как немцы рассмотрели. Я думаю, что все же из этих 86 человек, которых я взял в плен, наверное, половина были марксисты. Ну, Гитлер их заставлял стрелять. Ведь мы же тоже марксисты были. И сейчас я марксист. А Маркс кто был? Это немецкая идеология. Поэтому я немного успокоился, что я их не расстрелял. Вот такие вещи, то, что, о чем я пережил, поэтому я это рассказываю так досконально, чтобы вам понять. Самое главное, еще раз говорю, дружите, ребята, дружите, любите друг друга. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Ходонову Яхье. Пожалуйста. На войне было очень много эпизодов и событий. Но одно из этих событий, из этих эпизодов я буду хоронить до конца жизни. Речь идет о том, что в 1945 году в Крыму состоялась Ялтинская и Крымская конференция руководителей 3 держав – Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Во главе с руководителями этих стран, выдающимися военно-политическими деятелями XX века. Так вот, после разгрома немцев в Прибалтике, нашу роту, как отличившуюся в этих событиях, перебросили в Крым для организации постоянной поддержки правительственной связи для участников этой конференции. В феврале будущего года исполняется 70 лет этому знаменательнейшему событию. Ну, а об итогах конференции можно коротко сказать, что там решались судьбы, мировые судьбы после окончания войны. Так вот, в заключение я хочу сказать, что я, очевидно, единственный в республике, кто принимал участие в подготовке и проведении этой знаменательной конференции. В заключение хочу выразить от имени фронтовиков Осетии искреннюю признательность руководителю республики, председателю правительства, парламенту республики за постоянную заботу о нас, о ветеранах. Большое вам спасибо. Дорогие молодые товарищи, а вам наше ветеранское пожелание никогда не испытать тех невзгод, которые пришлись на нашу долю. Спасибо за внимание. А я сюда приглашаю победительницу республиканского конкурса чтецов и «Помнит мир спасенный» Юлию Гакуеву. Пожалуйста, Юлечка. Вы думаете, павшие молчат? Конечно, да, вы скажете. Неверно. Они кричат, пока еще стучат сердца живых и осязают нервы. Они кричат не где-нибудь, а в нас, за нас кричат. Особенно ночами, когда стоит бессонница у глаз, и прошлое толпится за плечами. Они кричат, когда покой,
когда приходят в город ветры полевые. И со звездою говорит звезда, и памятники дышат, как живые. Они кричат и будят нас, живых, невидимыми, чуткими руками. Они хотят, чтоб памятником их была земля с 5 материками. Великая она летит во мгле ракетной скоростью, до глобуса уменьшена, жилая вся, и ходит по земле босая память, маленькая женщина. Она идет, переступая рвы, не требуя ни визы, ни прописки. В ее глазах то одиночество вдовы, то глубина печали материнской. Ее шаги неслышны и легки, как ветерки на травах полусонных. На голове меняются платки, знамена стран войною потрясенных. То флаг французский, то британский флаг, то польский флаг, то чешский, то норвежский, но дольше всех не гаснет на плечах багряный флаг страны моей, советской. Он флаг победы, заревом своим он озарил и скорбь, и радость встречи. И, может быть, сейчас покрыла им моя землячка худенькие плечи. И вот идет печали не тая моя тревога, боль моя и муза. А может, это гданьская швея, а может, это прачка из Тулузы. Она идет, покинув свой уют не о себе, о мире беспокоясь. И памятники чести отдают, и обелиски кланяются в пояс. Спасибо. Спасибо всем присутствующим, что пришли поздравить нас, фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, которая отстояла Родину, что мы теперь живем в независимом государстве на своей родной земле. Спасибо организаторам этого представления, этой конференции, можно сказать. Мои предыдущие ораторы почти о всем сказали. Я хочу продемонстрировать гениальных людей, таких как Суворов, великий русский полководец, который коротко, но гениально ответил Екатерине II царице, когда он покорил крепость Измаил. Он написал следующие слова. «Слава Богу, слава нам! Измаил пал, и я там, а мыслящие домыслят события остальные». Теперь о нашем поколении тоже гениально сказано. Мое гениальное седое поколение, оно особого поколения, особой выправки и шага от Сталинграда до Рейхстага. А обращаясь к властимущим, попрошу поднять экономику, поднять сельское хозяйство, продовольственную независимость. Потому что на твои амбиции должна быть сзади амуниция. Сильная армия, обутая, одетая и накормленная. А для этого нужно экономику крепить, крепить и крепить. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, в Северной Осетии 850 героев Великой Отечественной войны. И мы, конечно же, хотим видеть каждого здесь. Прийти смогли не все, но мы хотим передать им частичку нашего тепла. В зале есть специальный уголок, где открытки созданы, и на них можно написать письмо фронтовику. Редакция «Осетия ТВ» в течение короткого времени доставит ваши теплые, добрые пожелания каждому адресату. Сейчас вы можете ознакомиться с экспозицией и написать письмо фронтовикам. Я вас приглашаю.
пора.